В этом году наш город отмечает 385-летие нашего города, да? И поэтому мы бы хотели сегодня поговорить об образах нашего города. Безусловно, понятие «образ» – это емкое понятие, и туда входят не просто вот какие-то там художественные образы или там какие-то памятники и так далее, а в первую очередь я бы хотела сказать, что под понятием «образы» мы бы хотели увидеть, вот как менялся образ города, начиная от основания 17 столетия и современным состоянием. Вот, например, недавно у нас прошел фестиваль арктических народов, да, оленеводов, и там вот очень большой интерес, особенно для горожан, был вот этот процесс, катания на оленях, различные празднества, да, соревнования и так далее. И это еще раз убеждает о том, что вот в последнее время действительно меняется образ. И вот сейчас надо посмотреть, каким он был, да, образ. Но дело в том, что вообще над этой проблемой занимаются сейчас многие ученые. И, например, примерами является, например, работа очень известного академика и советского периода, и постсоветского периода Моисея Самойловича Кагана. Он написал монографию «Град Петров в истории культуры России». И там он рассматривает, что культура города следует рассматривать в трех гранях. Да? Во-первых, это человеческая грань, то есть город творят люди, это деятельностный такой подход, то есть это люди, которые не просто там создают проекты, замыслы, претворяют их в жизнь даже. И последняя, третья грань – это уже сами предметы, памятники, которые выражают смысл этих образов или раскрывают этот образ. Так. И вот в этом контексте наш город тоже очень хорошо вписывается. Как известно, что город по географическому положению находится между двумя большими долинами. Это Энксали и Эркяне, долина Туймады. В легендах существует очень много преданий, да, как здесь город как был основан, но факт то, что в древности, до, например, прихода казаков, это были земли, действительно, здесь кочевали тунгусы, здесь кочевали различные племена, которые даже называют Телболбуттар, это шитые рожи, как бы вот в таких челобитных писали. То есть это были действительно, то есть до, например, 17 века здесь культура была своеобразная, и магистральная культура была вот тунгусская культура, прото-юкагирская вначале, потом тунгусская, потом уже идет якутская культура традиционная. И к приходу вот русских казаков это земли относились Омогой-баю, например, да, как по преданиям говорится. Город не случайно у нас был основан, это было третье место. Вначале он был основан как был заложен вот сейчас современные Сотинцы, да, затем эти места все затапливаемые были, и поэтому в конце концов вот третье место, это вот город Якутск был основан в 1632 году. И что удивительно интересно, город тогда представлял модель, можно сказать, такого типично средневекового Кремля, если так можно говорить. Крепость Кремль, Острожек Кремль, как называли. И он был как бы закрытая часть, да, и и строили плотники, вот действительно очень высокохудожественные. И такое строение действительно сохранилось только до начала 20 века даже у нас в Якутске. У нас 5 сторожевых башен сохранились в начале 20 века. К сожалению, последняя башня, она сгорела вот в 2002 году. В конце 17 столетия город выходит за пределы вот этих стен,
И недаром у нас сейчас существует такой район Залог, это залогом, то есть Кремль находился на высоком месте, да, а потом он выходит за пределы, и постепенно формируется магистраль, вот сейчас проспекта Ленина, а тогда называлась Большая улица. И все, что удивительно интересные, в 18-19 веке город уже постепенно начинает формироваться как православный город. Город православной миссии, даже говорили в 19 веке. И действительно все 4 стороны света, да, они освещались православными храмами. Вот, например, заложной части, да, это южная часть, она закреплялась Богородской церковью, западной Никольской, восточная Преображенской церковью, да, и северная считалась это вот Спасский монастырь, один из самых таких, можно сказать, старейших монастырей Якутии, естественно. И очень отрадно то, что в XVIII веке, когда приезжали к нам путешественники в XIX-XVIII веке, они писали, что город такой необычный. В каком смысле? И мы не можем понять, например, Щукин писал, я не могу понять, на каком языке они разговаривают, потому что вроде бы губернатор русский, там, значит, священники русские, а говорят все они на якутском языке. Ну, действительно, торговали на якутском, там купля-продажа, все проходило на якутском языке и так далее, да. И даже богатые люди давали своих людей на воспитание якутам, которые жили близ города Якутска или даже, например, в Батурусском улусе, да, и детишки там воспитывались 3 года, потом приезжали, вообще даже не понимали русский язык. А в XIX веке действительно город становится православной миссией во второй половине XIX века, где уже, можно сказать, все образовательные заведения были, можно сказать, православные, естественно, да, и здесь было у нас реальное училище, семинария, и, в принципе, образование было очень на таком высоком уровне. Даже вот, например, Кулаковский в своих воспоминаниях пишет о том, что он учился русскому языку у преподавателя, который закончил Санкт-Петербургский университет словесности. И уже в конце XIX века город Якутск, кроме того, что он был православный, да, он постепенно становится торгово-купеческий центр такой. И уже здесь вот центр особенно города, там торговые ряды, кружала, да, вот появляется гостиный двор, да. Все они были построены в таком, можно сказать, в классическом стиле, с колоннами, с деревянными и так далее, да. Само слово «кружало» это было, например, кружить по кругу. И обязательно, конечно, все эти заведения были освещены иконами, да, и так далее. В начале XX века появляется каменное здание, да, хотя первое каменное здание было еще построено при Петре, естественно, но появляется в таком новом стиле, не русском стиле, это здание казначейства, здание вот, библиотеки Пушкина. Это архитектор Лешевич, имя которого, ну, в принципе, сейчас уже становится очень известным, да, изучает его. Если пройтись по проспекту, то здесь в основном вот эти дома, они сделаны вот в стиле сталинского ампира. Сталинский ампир, очень распространенный стиль, это все города почти были как бы, ну, выполнены в таком стиле, да, и вот у нас очень хорошо проявляется четко это вот в здании, например, Русского драматического театра. Значит, здесь, безусловно, вот этот стиль, он отражает, обязательно в этом стиле должна быть присутствовать ордерная система. Здесь мы видим очень мощную колоннаду Каринского ордера, да, вот, и ярким примером является вот это здание Министерства финансов,
тоже было построено после войны. И здание, например, вот типографии, сейчас Национальный музей. То есть уже постепенно, вот вначале были, если отдельные здания, да, то постепенно уже появляется ансамбль, как бы соотнесенность. Ну и к этому же периоду следует отнести, например, вот здание Академии наук, где впервые использовалась якутская орнаментика там во фризе, да. И, конечно, ярким примером вот этого стиля, например, сталинского, ну, правда, чуть позже, но в 1959 году был построен вот наш университет, здание главного учебного корпуса. Архитектор наш профессор Станислав Васильевич Данилов. И я хочу сказать об этом здании, да. Вот это здание, оно было самым длинным зданием в советский период. И вот эта колоннада с портиком, она отражает вот тоже ту эпоху, потому что, оказывается, изначально вот Станислав Васильевич, он проектировал в ионическом стиле, ионический ордер там использовал. А так как в то время вышло постановление о ликвидации вот этих украшательств, вот, последствий вот этого сталинского периода, то строители не стали делать вот до конца этот ордер, и поэтому вот колоннада вот в главном корпусе, да, она у нас как бы не завершена. Там, значит, вместо ионического сделаны кольца. Это говорит о том, что вот время было такое очень, ну, во-первых, средств не было, да, во-вторых, вот не все замыслы иногда, конечно, завершаются, да, вот полностью. Ну и в конце я хочу сказать, что в целом город прошел очень сложный, в то же время такой исторический путь, и несмотря на это мы должны вот как-то, ну когда вот у нас разговор идет о городе, все как-то начинают оживляться, потому что это еще раз говорит о том, что есть у нас сейчас, особенно среди молодежи, живой интерес к нашему городу и образу нашего города, который формируют люди своим творчеством, своими замыслами, своими проектами. И они остаются, конечно, как памятники культуры и искусства.